История Дагестана богата многочисленными именами и событиями, за которые по сей день сегодня нас переполняет гордость. Перелистывая страницы истории эпохи имама Шамиля, можно найти множество примеров стойкости, мужества, чести, преданности и крепости веры. Пересматривая имена мюридов, которые, жертвуя своими жизнями, до последнего были верны своему имаму, своей религии и своей цели, особый интерес вызвал наиб с необычным именем Бук Мухаммад. Бук – это скорее не имя, а прозвище, что с лакского означает «камень» или же «крепкий». Почему к его имени прикреплена эта приставка? И какими действиями он заслужил это прозвище, и чем вообще прославился этот горец? Это мы и постараемся выяснить, узнав из дошедших до нас исторических источников о жизни этого прославленного наиба. Известно, что до 1841 года Бук Мухаммад служил во дворце у кумухского хана, который, мягко говоря, не разделял точку зрения имама Шамиля. Более того, предпринимал против него военные действия, оказывая помощь царским войскам в войне против имамата. Бук Мухаммада эта позиция не устраивала. Видя то, что творится с его религией, видя угнетение его родины царскими войсками, будучи обладателем исламских наук, он был вынужден примкнуть к мюридам и вступить в ряды имама Шамиля. Однако шашку в руки он взял не сразу. В 1841 году по совету устаза Джамалуддина Бук Мухаммад прибыл в Дарго преподавать шариатские науки в медресе, оставив свое родное село. Отсюда его и прозвали мухаджиром, переселенцем. На тот момент Дарго был центром имамата, и чтобы там преподавать, нужно было обладать очень высоким уровнем знаний. И это, несомненно, показывает о том, что Бук Мухаммад был очень большим ученым-богословом. И такие люди особенно ценились имамом Шамилем. Заметив его способности не только в науке, но и в военном деле, имам Шамиль назначил его наибом в Мукратль. Бук Мухаммад быстро обрел уважение и авторитет среди населения того округа. Бук Мухаммад лакит сам по национальности возглавил лакскую команду мухаджиров, переселенцев в Рисхор. Он был наибом Рисхор. Это ныне Чарадинский район. Вот. Этот участок он прикрывал, потому что он находился на границе управляемой русскими Агларханом Кумухского ханства. Вот. Значит, это был очень храбрый человек. Его ставили рядом с Хаджи Мурадом, Гайрбеком, Абакардибиром. То есть в то время самыми передовыми, этими самыми сильными военачальниками Шамиля. В период Кавказской войны на территории Дагестана образовался имамат, границы которого сужались или расширялись в зависимости от результатов сражений. Кайтак и Табасаран на момент правления Шамиля не находились под крылом имамата. Соответственно, там не царили законы шариата. Более того, в том округе находилось войско князя Аргутинского, что делало Кайтак и Табасаран потенциально опасной точкой. Однако алимы и представители духовенства этих областей неоднократно писали письма имаму Шамилю с просьбой отправить к ним наиба, чтобы установить среди них шариатский порядок, пообещав при этом, что мюриды имама получат всеобщую поддержку местных жителей. Имам четырежды откликнулся на их просьбу, но ни одна из этих попыток установления там шариата не увенчалась успехом. И на очередную аналогичную просьбу выделить для Кайтага и Табасарана наиба с небольшим отрядом имам ответил отказом. Почему? Потому что за год до этого был туда послан Хаджи Мурад. Вот. Там обещанного восстания такого всеобщего не получилось. В итоге Хаджи Мурад оказался виноватым. Произошел раздор, и Шамиль потерял этого храбрейшего наиба. Вот. Поэтому и духовенство, значит, этих двух народов обратились к Джамалуддину Казикумухскому, который тоже находился рядом с Шамилем. И Джамалуддин уговорил Шамиля и сам выдвинул кандидатуру, значит, Бук Мухаммада. Но Шамилю пришлось согласиться, потому что он уважал своего учителя. И расчет был там, они обещали, эти представители духовенства, что небольшая команда должна быть профессионалов военных, а остальной народ поддержит, Табасаранский и Кайтакский. Поэтому 200 человек
Этих лакских мухаджиров, аварцов, чарадинцев в основном, у него были и те, и другие, исчезли, скрытно покинули имамат, и в первых числах января появились маджалисы. То есть, обойдя все русские эти самые посты и прочее, Мухаммад это знал, где что стоит, и он беспрепятственно прорвался туда, где положено. Весть, дошедшая до князя Аргутинского о том, что наиб имама Шамиля устанавливает в Кайтаге шариатский порядок, вынудила его выдвинуть против действий мюридов войска во главе с генерал-майором Сусловым. Кроме того, к царским войскам примкнула и партия отступников из близлежащих дагестанских сел. Превосходящее в числе войска под командованием Суслова было решительно нацелено пресечь деятельность Букмухаммада и его помощников. И он направил туда 4 батальона пехоты. Это батальон, значит, 1000 человек минимум. Минимум. Казаки, кавалерия там 600, по-моему, человек и артиллерия. 6 орудий. Плюс тому туда было брошено 300 человек этих самых кубинских милиционеров. По пути Суслов забрал еще Джамалбека кайтакскую милицию. Набралось там достаточно много, 5000, не меньше людей. Узнав о выступлении войск противника, Букмухаммад принял решение занять более удобную позицию для обороны и начал укрепляться в районе сел Мишкель и Шеляги. Местные жители поклялись в верности и были готовы сражаться с врагом до последних сил. Однако слова были ярче реальности, и всеобщего восстания не произошло. Видя такое войско, табасаранцы не восстали. То есть обычного восстания не случилось. Тогда Букмухаммад своими 200 человеками отошел в Кайтаг. Там, значит, 2 селения, Мишкель и Шеляги, обещали поддержать. Тоже 2 селения. Всеобщее восстание тоже там началось. С Букмухаммадом и остальными мухаджирами дать отпор царским войскам осталась лишь некоторая часть жителей, среди которых были табасаранские праведники. Несмотря на колоссальную разницу в численности войска, 10-кратно превосходящее число противника нисколько не пугало отважного Букмухаммада. Мысли о бегстве для него были недопустимы. Видя его стойкость и решительность, горцы, вставшие в тот день вместе с ним на защиту шариата, готовы были сражаться до конца, не жалея жизней. Стороны сошлись в ожесточенном бою. И те, и другие терпели потери в своих рядах. С непередаваемой яростью и мастерством бились храбрые горцы, но врагов было слишком много. Бой длился до наступления ночи, и под натиском многочисленного войска генерала Суслова Букмухаммад со своими подопечными были вынуждены отступить в село Шеляги, жители которого поддержали мухаджиров. Человек 200. Шеляги тоже поддержали его. Ну, это селение поддержало нормально. Но селение это мало. Вообще-то все, Табасаран должен был восстать. Шеляги, значит, Суслов обратился к населению: выгоните этих самых муридов, мы вас простим, сюда-сюда. Те отказались. Начал штурм на следующий день. И в пятницу, во время утреннего намаза, отряд генерала внезапным штурмом прорвался в село. Горцы были настигнуты врасплох, но даже тогда они не собирались опускать свои шашки и ружья. С абсолютным бесстрашием дети гор защищали каждый дом и каждую улицу. Противник терпел многочисленные потери. Узкие улицы села заполнялись трупами царских солдат, но армия продолжала наступать. В распоряжении Букмухаммада и его подопечных осталось лишь несколько домов, в которых они и засели для обороны. Вся мощь царского войска была направлена на сакли, в которых могли находиться мюриды. Горцы были окружены. Солдаты Суслова поджигали дома, врывались внутрь через двери, окна и даже крышу. Но отважные кавказцы лишали жизни каждого, кто пытался к ним пробраться. Однако продолжаться вечно это не могло, и Суслов решил действовать иначе. После этого вечером он ночью вывел войска из селения, то из того захваченной части селения тоже. Приказал окружить и поджечь со всех сторон. Бушующий огонь, пожиравший село, унес жизни некоторой части горских воинов. Село необходимо было покидать. Букмухаммад, будучи тяжело раненым еще в бою, приказал мюридам оставить его на волю Всевышнего и спасаться самим. Горцы понимали, вынести тяжело раненого наиба из пылающего, окруженного врагами села, практически невозможно. Они подчинились приказу.
забрать его с собой не было никакой возможности, потому что плотно было окружено. Сами вырвать или не вырвать неизвестно было. Поэтому они спрятали его в подвале одного из домов, закрыли, завалили. На следующий день уже начался грабеж. То есть он бросил село, все, что осталось там, они тащили. И вот один из этих солдат увидел эту потайную дверь, заваленную, подумал, что там ценности спрятаны, почистил, залез, пошел туда. Но он, конечно, не один был, с ним еще другие были, но он первым зашел туда. В это время раздался выстрел, и он упал, убил он его. Но остальное у него сил не хватило, Букмухаммада. Его хотели заколоть. Один из этих людей, которые туда зашли, узнал его, остановил других и предупредил начальство, что здесь главарь. Стоит ли говорить о храбрости, мужестве и доблести верного Наиба Букмухаммада, когда сами враги за эти качества оказали ему почести? Обнаружив Букмухаммада еще живым в развалинах одного из сельских домов, русские офицеры распорядились: он не должен умереть. Из раненого Наиба отправили в ближайший дербентский лазарет, где ему забинтовали раны и оказали всевозможную медицинскую помощь. Очнувшись и обнаружив себя во вражеском лазарете с залеченными ранами, злость овладела Наибом. Не желая мириться со своим положением пленника, он принялся в гневе срывать с себя бинты. Боевые раны его открылись. В помещении он находился один, кровотечение остановить было некому. Так, в одиночестве, в дербентском лазарете, вместе с горячей кровью истинного горца, тело храброго мюрида покинуло и жизнь. В той битве царские войска потеряли около 600 человек, в том числе и 24 офицера. Дербентские праведники похоронили тело Букмухаммада на кладбище Кырхляр, где находится и 40 сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Могила его и по сей день находится там. Недалеко от места его захоронения находится родник чистой воды. Родник Букмухаммада. Так назвали этот источник местные жители. И назван он в честь такого же чистого душой, храброго сердцем и преданного своему имаму, своей родине и своей вере человека. Удивительно то, что родник Букмухаммада возник именно после захоронения в этом месте этого храброго и честного горца. Такие великие наибы, как Букмухаммад, Ахбердилав Мухаммад, Абакар-Дибир из Аргуани, Батако и остальные мюриды, жившие по законам ислама, несомненно яркий пример мужественности, бесстрашия, доблести и бескрайней любви к своей родине, своему народу и своей религии. И то, что для них в те времена считалось позором и бесчестием, сегодня может быть в порядке вещей. На одном из знамен Букмухаммада, захваченном царскими войсками в качестве трофея, была вышита такая надпись на арабском языке: «Не теряй смелости, отнесись равнодушно к опасностям войны, никто не умрет ранее предусмотренного часа смерти». Эти слова очень четко отражают сущность бесстрашного наиба, обретшего мученическую смерть мухаджира Букмухаммада. Да смилуется над ним Аллах.